Штраф Малсага Ужахова в связи с акцией за прямые выборы оставлен в силе. Верховный суд Ингушетии признал законным решение о штрафе для ингушского оппозиционера Малсага Ужахова в связи с митингом за прямые выборы главы республики в июне 2018 года. Ужахова оштрафовали за несогласованное шествие, хотя он просто шел к месту митинга, заявил адвокат. Как писал Кавказский узел, глава Совета Тейпов Ингушетии Малсак Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. Срок его ареста в начале июня был продлен до 25 сентября. За участие в акциях протеста Малсагу Ужахову назначено уже несколько штрафов. 18 апреля Магасский районный суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей за акцию, состоявшуюся в июне 2018 года. Штраф за эту акцию Ужахову назначали еще год назад, но в октябре 2018 года Верховный суд Ингушетии этот штраф отменил. В апреле 2019 года активиста снова оштрафовали на 20 тысяч рублей в связи с той же акцией, рассказал сын Малсага Ужахова Руслан. Верховный суд Ингушетии рассмотрел сегодня апелляцию на решение о штрафе для Малсага Ужахова за акцию в июне 2018 года. Более 40 человек пришли лично в здание суда, чтобы поддержать активиста. Но всем им не хватило места в зале и некоторым пришлось остаться на улице, сообщил корреспондент Кавказского узла. Адвокат оппозиционера Джабраил Куриев потребовал отменить решение о штрафе за отсутствием состава правонарушения в действиях Ужахова. По словам адвоката, активист не участвовал в шествии, а лишь направлялся к зданию парламента вместе с единомышленниками. Ужахов вместе с другими приехал в Магас, они оставили машины возле строящейся мечети и пешком шли, пока их не остановили у парламента. Там навстречу им вышли представители МВД, мэр города, председатель парламента, заявил адвокат. Малсак Ужахов участвовал в заседании суда по видеосвязи, находясь в СИЗО Владикавказа. Хочу подчеркнуть, что мы шли по тротуару и были встречены высоким начальством. Речь вообще не шла о каком-то шествии, мы направлялись на митинг. Мы не были никем задержаны или остановлены, мы и не просили разрешения на шествие. В Магасе устраивать шествие смысла никакого нет, шествие организуют для привлечения внимания населения, которого там почти нет. Мы направлялись на митинг и шли по тротуару, рядом шли и другие люди, объяснил оппозиционер. Куриев попросил суд приобщить к делу диск с видеозаписью, сделанный в июне 2018 года, однако суд оставил это ходатайство без удовлетворения. Решение о штрафе для Ужахова Верховный суд Ингушетии признал законным и оставил в силе. Присутствовавшие в зале сторонники Малсага Ужахова встретили решение неодобрительными возгласами. Адвокат обратил внимание, что Ужахов не был организатором митинга, а только направлялся к месту акции. Суд не приобщил к делу запись, на которой видно, как Ужахов идет по тротуару, поскольку не заинтересован в судебном разбирательстве, полагает Куриев. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение во всех национальных инстанциях, а затем и в ЕСПЧ, сказал он корреспонденту Кавказского узла. Арест плохо сказывает состояние Ужахова, потому что он лишен возможности регулярно принимать необходимые лекарства, заявила защита 7 июня. Проблема с доставкой необходимых Ужахову медикаментов в СИЗО не решена, отметил защитник. Хотя российское законодательство предусматривает предоставление лекарств задержанным, у Малсага диабет 2 типа, и ему требуется диета. В СИЗО для ее соблюдения нет никаких условий. Его родные сами покупают лекарства, хотя его должны обеспечивать ими в СИЗО, сказал Куриев. Сестра активиста Тамара Ужахова подтвердила, что он не получает нужных лекарств. Есть лекарства, которые ему привозят из-за границы, а в СИЗО требуют кассовые чеки. Он больной человек, инвалид 2 группы, он прооперирован, у него сахарный диабет. Конечно, вся семья очень переживает за его здоровье и состояние. Диету не получается соблюдать, сказала она корреспонденту Кавказского узла. Мы и не ожидали, что суд вынесет справедливое решение. Все было предсказуемо, заявил брат оппозиционера Хамбор Ужахов, комментируя решение.